Художник – зеркало своей среды. В нем отражается его общество, нация и время. Илья Репин. В предыдущей программе «Отрицание» мы начали рассказ о выставке «Ученик, учитель, мастер», открывшейся в залах Национальной галереи Республики Коми, где впервые были представлены работы педагогов, выпускников и учащихся художественно-графического отделения Сыктывкарского высшего педагогического колледжа номер 1 имени Ивана Куратова. Сегодня мы продолжим знакомство с этой уникальной экспозицией и ее участниками. Посетители выставки могли увидеть пейзажи, натюрморты, портреты, выполненные маслом и темперой, а также графические листы и книжную графику. Внимание зрителей привлекли предметы декоративно-прикладного творчества из бересты и дерева, гобелены и базик. Этот вернисаж – итог творческого поиска, вдохновения и огромного труда очень многих людей, объединенных любовью к творчеству. А искусство требует от Творца, помимо преданной любви к своему делу, больших душевных затрат. Вот как пишет об этом сыктывкарский художник Вадим Кононов в своей статье о проблемах творчества. Кажется, что рисовать – это просто. Но возьмите карандаш, положите перед собой лист бумаги, и вы тут же обнаружите свою беспомощность. Если же взять краски, то это ощущение будет еще сильнее. Ты сидишь перед листом бумаги, но возникает ощущение, что сидишь перед собой и видишь свою пустоту. Ощущение не очень приятное, но его нужно преодолеть. Нужно повнимательнее присмотреться, вспомнить что-то интересное или обратиться к окружающему. Очень верно, на мой взгляд, описал Вадим Петрович муки творчества любого человека, причастного к миру искусства. Его живописные холсты бесспорно стали украшением выставки «Ученик, учитель, мастер». Ведь Вадим Кононов уже давно признанный в нашей республике мастер с большой буквы. Каким образом ваша судьба связана с педучилищем номер 1? Я приехал в 1968 году сюда по распределению, после Московского института. Ну, конечно, свою творческую деятельность я начинал в училище. Когда же в 1969 году я представлялся уже на национальном воссовкоме, рядом работ, конечно, такого еще полустуденческого плана. Но потом участвовал регулярно на выставках, совершенствовался в своем мастерстве. Связь с училищем, ну как она сохранялась, правда, я перестал работать, потому что работал в художественной школе, потом в училище искусств, но какая-то связь оставалась, так сказать, старт был дан в педучилище номер 1. Еще раз хочется обратиться к статье Вадима Кононова, в которой он пишет: преподавание в настоящее время малоприбыльно, но оно дает стабильный заработок, требуя за это дисциплину, что всегда не устраивает художника, как любое ограничение свободы. Преподавая, вы можете и сами подрасти в теории искусства, освоить многие проблемы на примере других. Но в преподавании для нас есть большая опасность. Для того, чтобы успешно преподавать, вы должны в какой-то мере стать заодно с учеником, а это будет сильно снижать ваши потенции. Тем удивительнее видеть на этой выставке произведения педагогов, которые, отдавая знания и опыт ученикам, находят время для своих творческих работ. Центральное место в экспозиции заняли живописные пейзажи Виктора Залитко. Сейчас Виктор Григорьевич преподает в Республиканском училище искусств на отделении дизайна, а начинал он свою педагогическую деятельность именно в Сыктывкарском педучилище номер 1, куда был распределен после окончания Ленинградского государственного института имени Керцена в 1967 году. У художника рано или поздно наступает период, когда необходимо отдавать опыт, знания, передавать, чтобы не было еще повторного застоя, было развитие. Вот что касается дальней выставки, то мне кажется, это очень интересная выставка.
такой яркий, нарядный букет, такое разнообразие чувств, мыслей, цветов, красок, такая радость. Мне кажется, это очень большой праздник. И то, что они в наше время вышли с такой выставкой, это вдвойне героический поступок. Я их поздравляю и желаю еще более таких творческих успехов. Своим участием в выставке работ педагогов, выпускников и учащихся педагогического колледжа №1 проявил солидарность с прежними коллегами и Сергей Александрович Бочаров, руководивший художественно-графическим отделением в течение более 10 лет. Теперь он заместитель декана факультета искусств Сыктывкарского государственного университета. На вернисаже среди его пейзажей есть работа под названием «Коренная пустынь». Это старинный монастырь, расположенный недалеко от города Курска. По признанию Сергея Александровича, он часто бывает в этих благодатных местах. Там, на художественно-графическом отделении Курского педагогического института, прошли его студенческие годы. Я считаю, что самым важным в художественном образовании является художественно-педагогическое образование. Может быть, я какое-то такое здесь пристрастие испытываю, но тем не менее это универсальное образование, и то, что сегодня существует наш худграф, и дай Бог ему здоровья и долгих лет, пусть он существует, это университет. Это университетское начальное образование, потому что вышли, вы посмотрите, какие люди вышли из худграфа, да? Из этих стен, и ученые, и художники, и педагоги, известные очень в республике. Поэтому та стартовая площадка, тот профессиональный минимум, который надо дать человеку, чтобы он немножко художественно мыслил и эстетически был развит, это именно художественно-графическое образование. Поэтому, когда стоит вопрос где-то в высоких инстанциях, сколько нужно республике художественных учебных заведений, я думаю, что такого вопроса не должно стоять. Сколько нужно, пусть столько и будет. Они друг другу не конкуренты. Художественное училище существует, слава богу, они живут своей жизнью, занимаются. Колледж культуры существует, художественное отделение, занимаются своим делом. Открыли факультет искусств, мы занимаемся своим делом. Никто никому не конкурент. Все живем, мирно сосуществуем, плавно переходим из одних стен в другие, потому что сегодня надо сказать, что около 20 выпускников худграфа учатся на факультете. И я их здесь учил, и теперь на факультете их. Я хочу уточнить. Выпускников педучилища художественно-графического отделения 20 человек теперь учатся у вас в университете на факультете искусств. Да, лучшие, причем студенты наши. Поэтому я, в общем-то, как будто бы никуда и не переходил. Да? То есть я с тем же самым коллективом, вот, всех их знаю по именам, все знаю их биографии, поэтому, в общем-то, мне отрадно сегодня констатировать, что у нас есть такая своя художественная жизнь. Жизнь творческой интеллигенции. Очень жаль, вот всегда я говорю об этом, сожалею, что все-таки союз художников как-то он отворачивается от студенческих работ. Вот сейчас мы открывали выставку студенческих работ в университете, и из всех наших прославленных мэтров пришел один Станислав Анфимович, хотя приглашали многих, да, Торлупов. Вот, он проявляет интерес. Энгельс Васильевич Козлов вот как-то был, приезжал, тоже встречались со студентами. Из Санкт-Петербурга, да? Из Санкт-Петербурга, да. А остальные, в общем-то, как-то немножко скептически относятся и к факультету искусств, и к художникам, педагогам. Вот. Но я думаю, что это временное, все это со временем пройдет, и город и республика будут жить единой художественной жизнью. Хочется надеяться. А здесь, в едином экспозиционном пространстве, разместились работы представителей многих учебных заведений столицы нашей республики, где дают учащимся основы художественного образования. К примеру, Людмила Михайловна Чернусь преподает рисунок, живопись, композицию в гимназии искусств при главе республики Коми. Ее работы из серии «Путешествия по приполярному Уралу» вы видите сейчас на экране. А эти портреты написаны преподавателем изобразительного искусства черчения средней школы №1 Анной Витальевной Кондратьевой. Ее коллега из 37-й школы Наталья Капитоновна Крюкова уносит нас в свой подводный мир,
более знакомый нам по подводной Одиссее Кусто. Также дает уроки изобразительного искусства и черчения в 26-й школе Галина Васильевна Распутина, представленная на выставке портретом «Знойное лето», на котором изображена баба Дуня. Александр Николаевич Беляев преподает на индустриально-педагогическом факультете Коми Государственного педагогического института. Он дает свою интерпретацию давно известных нам сюжетов. К примеру, вот это «Пера Богатырь». Работая в хлопотной должности директора детской художественной школы Удорского района, Владимир Михайлович Худяков, безвременно ушедший из жизни, находил время и для своего творческого самовыражения. Юные художники Эжвинской детской художественной школы могут гордиться своими преподавателями Светланой Анатольевной Ракиной и Светланой Валентиновной Казаковой, ставшими участниками этой выставки. А учащиеся Сыктывкарской детской художественной школы могут постигать уроки мастерства на примере творческих работ своих педагогов Елены Владимировны Хвостуновой и Аллы Борисовны Менченковой. Александр Николаевич Иевлев, работая мастером производственного обучения по специальности художник-оформитель в техническом лицее, продолжает заниматься живописью. Но не все выпускники училища связали свою профессию с педагогической деятельностью. Александра Журбенко работает директором Дома культуры поселка Сыткыркач. Ее автопортрет занял достойное место на выставке. Владимир Истомин, художник рекламных мастерских «Вербунг», представил на вернисаж пастель под названием «Танец огня». А это холст Натальи Петрик, которая сейчас реализует свои художественные знания в оформлении передач на телекомпании «Коми Гор». Есть среди участников этой выставки и свободный художник. Николай, вы закончили педучилище номер 1. И здесь, на этой выставке, у вас представлено, насколько я понимаю, 3 работы, да? Даже 4. То есть вот мне бы хотелось сказать, каким образом ваша жизнь сложилась дальше? После училища? Да. А я работал в Сыктывкаре на предприятии города, художник-оформитель. Скромно работаю, вот всё. А теперь вот лет 9-10 работаю, в общем, свободным художником. В общем, рисую, продаю их, сдаю в салоны, устраиваю последние годы выставки. В общем, я не числюсь нигде, пишу работы вот, и выставляю. И иногда покупаю, вот, и все, вот на это живем. Ну можно на эти деньги прожить? Скромно, но можно. Самое главное, что у вас есть возможность заниматься любимым делом. Ну, возможность, конечно, есть. А иначе что, если или надо заниматься другим делом? Вот я занимаюсь этим делом. Приходится работать много, но ну как-то пока так, а дальше не знаю. Неброский, на первый взгляд, букет, нарисованный просто карандашом, надолго остается в памяти. Дело, конечно, в том, что это работа мастера, члена Союза художников России Михаила Терентьева. Также невозможно забыть его лиричную пастель «Свидание». Как обычно, на подобных художественных выставках большой зрительский интерес вызвали предметы декоративно-прикладного творчества. Среди авторов этих произведений преподаватель художественно-графического отделения педколледжа Александр Владимирович Бродецкий, педагог Республиканского колледжа культуры Тамара Власовна-Сердитова, Вера Большакова, Светлана Агеева и многие другие. Не оставили равнодушными посетителей вернисажа работы Ирины Вениаминовны Земцовой, члена Союза мастеров Республики Коми, народного мастера России. Ее работы отличает чувство юмора, которое она реализует в лоскутной технике. Самобытные гобелены Веры Владимировны Белоусовой получили высокую оценку специалистов и ценителей этого трудоемкого ремесла. В умелых руках мастера гобелен предстает как произведение искусства. В этой же технике
создает свои работы Нина Михайловна Мингалева. Ее гобелены отличает декоративность. Татьяна Владимировна Павлова продолжает традиции своего отца, знаменитого мастера Владимира Яковлевича Павлова, создателя уникальных музыкальных инструментов. Кухонный набор Ольги Михайловны Фрунзе уютно разместился на домотканном полотенце, украшенном традиционным коми-орнаментом, выполненным в технике бранного ткачества, где декор завершает кружево, связанное крючком. Это полотенце – дипломная работа Анны Костылевой, выпускницы педколледжа. Сейчас она студентка декоративно-прикладного отделения факультета искусств Сыктывкарского университета. Мне вообще очень нравится декоративно-прикладное искусство, и я всегда хотела этим заниматься, и поэтому я пошла вот именно на этот факультет. Ну, тебе приятно то, что твои работы представлены на такой выставке? Конечно, приятно, и мне бы хотелось в дальнейшем еще что-нибудь сделать такого подобного. Не только предметы декоративно-прикладного искусства представил на вернисаже Сергей Петров, мастер факультета искусств Сыктывкарского университета. Вот этот мольберт тоже экспонат выставки. Сергей Гаврилович сам разработал его оригинальную конструкцию. Имея практический опыт работы, он считает его более удобным, чем те мольберты, которыми пользуются художники сегодня. Работал во многих предприятиях художественного оформителя. И в процессе вот этой работы художником-оформителем что-то начало меня подталкивать к тому, чтобы что-то делать более красивые вещи, то есть не просто оформлять из дерева, например. Меня материал дерева как-то притянуло так, что я потихоньку начал им заниматься. Выставка «Ученик, учитель, мастер» просто потрясает разнообразием творческих произведений и количеством их авторов. И все же доминирует на выставке, конечно же, коллекция работ педагогов Сыктывкарского высшего педагогического колледжа номер 1. Выпускник Удмуртского университета художественно-графического факультета Геннадий Александрович Одинцов, преподаватель спецдисциплин колледжа с более чем 30-летним стажем работы, представил серию живописных пейзажей и натюрмортов. Многие ученики Геннадия Одинцова после окончания высших учебных заведений вернулись в Альма-Матер и сами стали педагогами. Среди них Екатерина Львовна Латкина, Федор Федорович Анохин, Наталья Геннадьевна Торлопова. Мне приятно, что мы нашу идею воплотили, потому что эта идея витала давно, уже в течение, наверное, 1,5 лет. Началась она с выставки женщин, которая в позапрошлом году была, и она начала воплощаться в силу юбилея. И мне очень приятно, что мы все-таки с этой задачей справились. И я вообще благодарна музейным работникам, потому что работала я с ним немножко в другом ключе. Как методист мы не сталкиваемся именно с экспозициями наших творческих работ. Но желание выступить в Национальной галерее у нас было большое. Рядом с графическими листами Натальи Торлоповой мы видим работу, искусно выполненную пастелью Надежды Петровны Заболотной, тоже педагога педколледжа. А ее живописный натюрморт «Лето» написан маслом. Что характерно для этой выставки, авторы демонстрируют свое умение в различных техниках. К примеру, преподаватель колледжа Евгений Павлович Юркин силен как в графике, так и в живописи. Заведующий художественно-графическим отделением этого учебного заведения Игорь Леонидович Клюшин представил на вернисаж серию акварельных миниатюр, живописные работы, декоративный набор подносов, а также художественное оформление хрестоматии Эльвиры Поляковой «Эшка-мышка» и книжную графику. Здесь же в экспозиции размещены иллюстрации к книгам, в оформлении которых принимали участие художники Иван Муравьев, Геннадий Шарипков, Владимир Моторин. Вообще выставка показала, что педагоги и выпускники педагогического колледжа номер 1 работают в разных сферах творческой деятельности. Есть среди них и люди уникальных профессий. К примеру, Ирина Огнева – реставратор.
Экспозиционные площади не позволили представить эскизы и макеты художников-дизайнеров, тоже выпускников педколледжа, чьими руками оформлены офисы, магазины и многие другие здания столицы Республики Коми. Хотя, конечно же, организаторы этой выставки стремились показать все возможности и перспективы, которые дает художественное образование в Сыктывкарском высшем педагогическом колледже номер 1 имени Ивана Куратова. Одна из активных организаторов этого вернисажа – преподаватель художественно-графического отделения Алла Александровна Мальцева. Это ее цветы на картинах украшают выставку. Графические листы педагога Александра Константиновича Мальцева соседствуют с работой его дочери Марии Мальцевой, ныне студентки Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна. Здесь мы наблюдаем семейную династию. Сын Аллы Александровны и Александра Константиновича Мальцевых Сергей представлен на выставке своими учебными работами. В фойе Национальной галереи выставлены этюды тех, кто раньше в разные годы учился в педучилище. Жаль, что в экспозиции нашлось место для работ лишь одной студентки, которая сейчас учится на художественно-графическом отделении колледжа. Но тем престижнее, наверное, для Кати Черепановой, что именно она удостоилась чести принять участие в выставке «Ученик, учитель, мастер». Катя, для тебя престижно представить свои работы вот на такой выставке? Безусловно, это как бы, ты показываешь себя и смотришь на других. Это замечательно, это очень важно для художника, начинающего. То есть вы буквально вот-вот делаете первые шаги в искусстве, можно сказать? Ну, как бы не совсем, но я уже давно занимаюсь. Я окончила художественную школу. Вот. У меня была, собственно, выставка. Вот. Еще так выставлялась на конкурсах, и вот тоже вместе со школой выставлялась. Вот. И тоже был батик. Вот. А кто твои педагоги? Педагоги, мой первый педагог это Осовская Алена Леонидовна, вот, и немного я занималась с Размановой Анжелой Ростиковной. Я им очень благодарна, что они мне дали такое знание, как знание техники батик. Это, ну, я чувствую, что это мое, наверное. А это произведение Анжелы Рустиковны Размановой, выпускницы педучилища номер 1, а сейчас преподавателя живописи и декоративно-прикладного искусства факультета искусств Сыктывкарского государственного университета. Показательно, на мой взгляд, что выпускники Сыктывкарского высшего педагогического колледжа номер 1 становятся педагогами такого престижного учебного заведения, как Сыктывкарский университет. А послесловием нашей передачи станут слова художника Вадима Кононова, сказанные им несколько лет назад. Одаренных людей очень много. Но вот в смысле реальности всего это другой вопрос. Потому что как они будут зарабатывать, для чего им это получать специальность, какие перспективы, вот чисто материальные. Это вопрос сейчас очень трудный, потому что у нас в Сыктывкаре такой город не особенно большой, а художников достаточно много. И существовать художникам становится все труднее и труднее в Сыктывкаре. Но вообще вот такое образование, я хотел подчеркнуть это, оно нужно вообще каждому человеку. Поэтому независимо от того, сколько будет художников выпущено, допустим, училищем искусств или там еще, допустим, педучилищем и другими учебными заведениями, это будет работать только на наше благосостояние. Потому что человек, получивший вот такую направленность в своем образовании, ему очень трудно стать плохим уже потом. Он все равно в любой области будет стараться проявлять себя с положительной стороны.
Выставка «Ученик, учитель, мастер» безусловно открыла новые имена для ценителей искусства и дала возможность еще раз увидеть произведения признанных мастеров нашей республики.